Burası katlı gelle bu. Здорово. 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 Что, новости какие? Да, мы такие штуки перебираем. Блин, на улице вроде весна, бигбэг такой стоит. Интернет читали? Нет, а что там? Помнишь, прошлым летом дело вели-то про таксиста? А, этот брат этого. Да, брат, преподаватель. А, Он, прикинь, своему брату, блин, без тяхи наркоту передать попался, блин. ЕКТ от этого и трещит. Прикол. Сам в таких новостях стоит, блин. Что-то мне этот момент так вспомнился, блин. Семья такая странная была. Жена вроде пожилая такая была, да? Помнишь, дело читал? ну, В отделе сижу, звонят. Это, блин, девочка главы пропала. Я так еще удивился, куда она могла пропасть. Помнишь, да? Поехали. помню, но. Там еще с прокуратуры были. Да. Потом, когда я начал хорошенько изучать это дело, там, блин, выяснилось, что очень большая разница в семье. Типа, есть же такая поговорка: женщина делает мужчину. Вот после школы парень-то этот женился. Ну, На сколько лет она старше-то была? На 15, что ли. И потихоньку высшее учебное закончил вместе. После школы, короче, свадьбу сделали. В одном деле была бы, если это девушка, то другое дело. Но тут парень, блин. Да.
я документы сдала, вообще все молодчина. круто, ага. А папа еще не Съездила. заходит. Так долго было все. Здравствуй, дорогой. Здравствуйте. Идите кушать. Все, папа, пошли кушать. Доча. Идем. Кушай. Я туда сяду. Ну, мама, давай рассказывай, как тут без нас с папой, да, пап? Все нормально. У соседей тоже. А, Никто не приходил. а почему? Не знаю, когда вас нету, никто не приходит. А, интересно так. Если сделать, ну, пап. В городе брата встретят. На днях приедешь, подожди. Когда он сегодня? Документы все сдала, да? Конечно, все сдала на 3 специальности вообще. Ну, думаю, я пройду, потому что у меня же медаль, из-за этого как бы без конкурса оказывается там. Конечно, мы на тебя надеемся. А девчонки звонили мне? Звонили. А, Звонят, ждут. уже приехали они, оказывается, Не да? только девочки. Ага, время. Они, наверное, говорили, сегодня дискотека будет, туда, наверное, пойдем сегодня. Какая дискотека сегодня? Как это? Доча, мы же завтра собираемся в город вроде бы. Какая дискотека, доча? Завтра же в город с утра. Не знаешь, что ли? Нет, ну я же уже девчонкам сказала, что я пойду на дискотеку. И что? Ну вот, Мы сами я поедем, пойду. что Нет, ну, господи, там 2-3 часа не высплюсь, я пойду на эту дискотеку. Какая разница, ничего же не потеряю. Мол, сдается один раз. Один раз пропустишь дискотеку, ничего с тобой не случится. Нет, ну, я же школу только закончила. Дискотека же, наверное, последняя будет. Сперва надо тебе о будущем подумать, а не о дискотеках. Ну, па, скажи, а маме? Ну, мать, ну что, рано, если раньше придешь, нормально будет. Конечно, я К 11 приду. подойдешь тогда? В 11? 12, конечно. Нет, давай в 12 подойду. Ну пусть будет 12, да? Ага. И с утра поедешь. Ты слишком балуешь свою дочку. Ну что, Нормально. свои дочки единственные, как не баловать-то? М? Ну, надеюсь, пораньше придешь. Здравствуйте. Туяра дома? Я здесь. Туяра! О, Сардана. Привет! Что ты откуда такая? В Приехала. очках, один в розовом. Отлично. Я пока крашусь. Пойдем. Тихо, у нас турель. Всем привет! А? Коля? Здравствуй. Коля, Саша приехал. Ну, проходи. О, Саня! А, Ча? Как жизнь? да, так, потихоньку. Ну ты же на днях собирался уже, что сегодня? Да, Спешка такая. как уж получилось. Ну проходи, что? Давай. Чай попьем. Ну что, братуха, рассказывай. Что рассказывать-то? Че, как в городе? А, Житуха молодая. жену опять Че, ладим, порвался. дает? Тоже растет. Идиотская жизнь. Ну что так все плохо? В общем так, не получается ничего. Ну вот, на рыбалку пришли. Как тут у вас? Ну рыбалка сейчас самая Покажешь места? горячая. Ну конечно. А когда собираешься? Не знаю, вечером. А О, что делать-то? вечером. Завтра Я так. пивасика возьму чуть-чуть, отдохну. А то
Сам понимаешь, в городе всегда справедливо. Естественно, конечно. Хорошее дело рыбалка. А мы-то так завтра же, с утра. Да, Петровна, с утра же едем, да? Да. Мгм. А что так, если завтра поедем? Не хочешь? Сегодня? Или не сегодня, да? Ну ты мне покажи места. Я один покажу. Ну хорошо. Сейчас попьем, дайте. Решим, что дальше делать. Сын уже растет. Сам, Ты. ну, сам смотри. Нифига вымахал. Выше тебя, да? Сколько ему? 13 же сейчас? Ага, 12. 12 раз будет. Как раз переходной возраст. Но, Что, вам разобраться надо в этом деле? а как сыном что как будет? Ну если такое дело пошло, что, разводиться надо уже? Ты Ну не разводиться делай это одно, а себе сыном как? Ну что, по ходу решим. Как так? Ты не делал? Что еще? Ничего хорошего. Так и Все так прямо плохо. Ну вы городские даете. Вроде бы интеллигенции. И такие дела. Как-то непонятненько. Там как все началось. Короче, оказывается, они поссорились. Муж с женой, типа, что так поздно на дискотеку. Свою дочку-то спускаешь. Ну, иди ищи ее. Ну, он поехал. Поехал, искал. Долго, походу, искал. Зря ты ее отпустил. Поздно уже, она трубку не берет. Че молчишь? А что волноваться-то? Не маленькая, сама знает. Придет, наверное, заранее. Час ночи всего. К 2-то придет, конечно. Я так не могу. Ну а что ты хочешь, чтобы я сделал? Она обычно трубку берет. Ну мало ли что там. Без звука поставила. На дискотеку уже пошла, может. не Завтра слышишь? же собирались в город. Я знаю. Успокойся. Сядь, фильм досмотрим, да пойду поищу. Съезжу. Если ты так хочешь. Ну сделай что-нибудь. Я же сказал, фильм хороший. иди, Спустя посмотри. много Сидит спокойно, телевизор он смотрит. свободен. Я себе места не нахожу. Его нельзя было назвать ни молодым, ни старым. Знаю, ты только что пропадать. Ты тоже постоянно исчезаешь. Даже лица нет. И дочка твоя вся в тебя. Он вспомнил мальчика, похожего на него. Вся в тебя говоришь? По столице должен Я был еще найти, сомневаюсь, моя она или не моя. найти свое лицо. Еще проверить мне. Что ты сказал? Вот однажды ночью у столицы наконец нашел лицо, которое Скажи еще раз. хотел украсть. Маленький мальчик. Куда? А в это время брат его, который нашел таксиста-то, на рыбалке был.
Блин. Поехали. Ты видел, там Наташка с Мишей же зажигали вообще по полной. Вообще у нее там стринги раздулись. Наша, ты видела, да? Нет, ну реально там еще этот был. Володя был, он вообще с нами танцевал. Ты видел, да, как он танцевал? Было так классно. Вдребезги сердце твое, я не шутил, все, что от тебя хотел. Да, я получил, да, я обманул, да, тебя я не любил, не любил. Привет, малыш, тебя хочу, ты мне поверь, тебя люблю. Прошу тебя, ты будь моей, или убей, или убей. Ты моя весна, ты моя любовь, ты моя судьба, ты моя жизнь, для меня ты все, ты мне нужна, без тебя мне не жить и дня. Да, я СМС тебе уже не пишу, да, я вечерами к тебе уже не спешу. Блин, опять что случилось-то, а? Приехали. Так. Хозяева, кто-нибудь есть дома? Алло! Да. Ничего не трогали, да? Нет, нет. Труп закрой. Подожди, подожди. Закрой. Стол. Не мешается. Так. Ну что ж, кто это у нас? А? Кто это? Это брат главы. Ясно. Как его зовут? Иван? Иван, ага. Ясно. Кто он у нас? Таксист, да? Таксист. Ага. Вот машина стоит. А кто нашел?
Кто позвонил-то? Мне позвонили. С отдела, Сосед. с отдела. Да, с отдела. С отдела позвонили, да? Кто-то звонил. Ясно. С отдела. Число, месяц. Так, 20-го, так. Июля 90-го года. Года рождения, да? Угу. Так, время какое было при обнаружении? Мне позвонили. Так, где-то утром, да? Утром, ага. Утром 9 часов. А он водкой случайно не торговал? Торговал, говорят, да? Не знаю. Ну, сейчас Он же это все должен знать. Нет, таксовал же. Да? Вот это. Да, в магазине продает. Получается, занимался частным извозом, да? Ясно. Блин, столько работы. Да, хорошая малина, блин. А вот только человек бухал тут. Да. Раз, два, три. Да. Ну ясно. А где этот следак? Слышит? Ну, открывай. Да, что там? О, ясно. Так, пили, да? Машина Кроун на транзитках. Так. Кроун. Свет, все записано, да? Ага, записываю. Ну что, пойдем? Надо свидетелей же найти. Ну давай, пойдем. Соседи. Пошли. Возміщення лав було на грову воду сприяно, грову сприяно. От для не позаможено на хватит, где автомобильный автомобиль, асфальт был изготовлен на суд. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из центра приехал. Так, слушаю. Вопрос. Следователь Константинов. Вот от вас поступило заявление, что у вас пропала дочь. Так, было дело. Было дело, да? И вот 3 сутки уже не появлялась. Да, есть. И еще вот люди говорят, что она с таксистом уехала, а таксиста мертвого нашли. У вас есть какие-нибудь мысли насчет этого? Не могу ничего сказать. Совсем с ног сбились. Голова уже не работает совсем. Вообще. А вот можете сказать, с кем она дружила? Вот она же в этом году школу вроде закончила, я ее историю как изучил. Ну, дружила-то, друзей-то много у нее. Общительная, да? Девочка была общительная, конечно. В школе у нее друзья были. И постарше были. А почему была? Но сейчас-то ее нет в данный момент. Не, может, она в город уехала? Может быть, может быть. Ясно. Ну, если она в город уехала, она могла бы позвонить. Телефон же есть, связь есть. Ясно. А в школе она как училась? В школе она отлично, красным дипломом закончила, если не знаете. Друзья, одноклассники, друзья. Но она же, ну, не знаю, я точно не могу ничего сказать. Конкретно не могу ничего сказать. Ну хорошо, мы к вам еще заедем. Хорошо. До свидания.
Светлана Петровна. Светлана Петровна, давление. Как самочувствие? Температура? Светлана Петровна, если вы будете дальше не разговаривать, мы не знаем, что сами будете делать. Здравствуйте. Сандра. Оперуполномоченный Константинов. Хочу спросить, значит, Пахомова. Давайте поговорим в кабинете. Еще она не разговаривает, да? Не в состоянии. Ясно. Пахомова Светлана Петровна, 38 лет, замужем. Диагноз. Диагноз Алексей Николаевич. С диагнозом мы еще не определились. Но похоже на то, что шизофрения. Похоже на то. Но сейчас у нее шоковое состояние. Стресс очень большой, глубокий стресс, даже можно сказать, давление. Но давление стабильное. Вот. А эта шизофрения по наследству передается, нет? Шизофрения? Это просто я не знаю. По мужу что-нибудь можете рассказать? По мужу? Да, про Николая. Да, он очень хороший человек. Не вся деревня его выбрала главой. Очень добрый, хороший человек. Активно очень работает. Положительный. Его результаты всегда очень положительные. Исчезновение единственной дочки главы. Понимаете, это ни в какие рамки. Мы сейчас с участковым Яковлевым делаем разные версии, так что экспертиза все докажет. И все расставит по местам. У меня все, вопросов больше. До свидания. Всего доброго. Какой? Мне Макс. Мне 2 Макса. 1. Тебе? Ну, 1 же там. 26. 2 Макса? 1. О, здравствуйте. Вот родственница. Родственница, да? Оперуполномоченный Константинов. Пару вопросов можно вам задам? Про Туяру. Давайте. Вот, вы родственницу Туяра, наверное, хорошо знаете, да? Да. Нормально, да? Какая она девочка была? Ну, она была обычной девочкой, как и все девочки в мире. А в семье? Вы все кто-то? А в семье? У нее все нормально было? Ну, как я знаю, да? Она в семье была единственным ребенком. Ага. Мать была очень доброй женщиной. Отец глава семьи, я глава деревни. Ясно. А вот взаимоотношения в семье как было? Ну, вроде бы нормально, но иногда она была печальной. Из-за чего, я не знаю. А вот близкие друзья есть? Парень, бойфренд там? Такого? Один был близкий парень, знакомый. Как его зовут? Я его вообще не знаю. Не знаете, да? А насчет вот мертвого таксиста, что можете сказать? Как он вел себя? Какой он был человек? Он был обычным человеком, таксистом. Говорят, он буйный был, да? Но С кем дружил? про это я ничего не знаю. Не знаете, да? Так. А в семье никаких, еще раз повторяю, разногласий не было? Нормально там все было? Может, иногда она была печальной, может что-то было, но она никому об этом не говорила. Может у нее
Кстати, говорят, что у нее был дневник какой-то. Дневник? Да. Значит, а у кого она? Может, у того парня? У Ниргуна, да? Может быть. А я вы не знаю. знаете, да? Точно не знаю. Ясно. Ну, у меня все, больше вопросов нету. Если что, через Яковлева. Может, что ж, можно 2 кофе нам? Ну, господин Яковлев, рассказывайте. Так. Про девочку, которая пропала. Вчера же вроде таксиста нашли, да? Давайте вот так расклад дел делаем. Да. Вчера нашли таксиста. Таксиста нашел, как я понял. Брат главы. Да, он говорит, по слухам, я его еще не встречал, между прочим. Так, таксиста нашел брат главы, да? Брат главы и убежал. Он хоть дождался тебя, нет? Нет. И потом вы нас позвали, да? Да, да. Ага. А дома как у него? Машина? Бардак был, да? Нет, семья нормальная. А что, пример берут. Он глава. Хорошо. А насчет вот пропавшей девушки, что можно сказать? Девушка в школе отличница была. Что говорите, да? Потом чуга ставарыстар? Там канцлера. Именно кимнактен класстырган миру бачыгран хилеги дапулу капула. Потом все эти кстати, подруга, да? Ага. Настя. Это который сейчас Настя, да? Ага. И? Она Лена. Лена. Ага. Да, эти которые это постоянно. Ага. Так. Ага. А кто вот, надо еще выяснить, кто был на дискотеке. С ними? Да, в субботу. В субботу, да. Сардана. Сардана. Ага. Сардана. Это лучшая подруга Туяра. И сейчас она, после страшных событий, у нее большая трагедия. Имеется в виду психологическая травма. Что еще можете рассказать? Именно вот про население можете рассказать? Ну, население-то спокойно. Вот меня, знаешь, что самое интересное? Конечно, я могу всех подозревать. После убийства таксиста пропала дочка главы. Вот куда она пропала? И еще думается, что они могли ли ее тоже убить? Может быть. Вот в чем вопрос-то. Здравствуйте. А как можно Юлю найти? А вы кто? Оперуполномоченный Константинов. У меня для нее есть пару вопросов. Доча, к тебе пришли? Что? К тебе пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас на пару вопросов? Ну да. Оперуполномоченный Константинов. Пару вопросов. Приятно. Давайте пройдем, прогуляемся. А вы Веру знали, да? Ну, да, чуток. А Я бы не так уж сказала. что я вы хочу про нее знаете? Ну, знаю, ну, девушка такая, ну, как сказать, ну, ничего не могу, в принципе, такого сказать про Но нее. вы с ней хорошо дружили, да? Ну, общались так. Общались, да? Тогда вы, наверное, наверняка знаете, что у нее есть друг. Ну, друг, я бы не назвала, что друг. Ясно. А вот Ниргун это кто? Ниргун? Ага. Я совершенно никого не знаю, если Да. честно. Ясно. Я хотела бы о другом поговорить. О чем? Не знаю. О другом это о чем? Давайте тему не менять. А про таксиста Ивана что можете сказать? Вот, наверное, вы на дискотеке были же с ним? Ну да, ходила пару раз. Нет, вот который ночью исчезновения Туяр. Или сказали, что он уехал с таксистом.
Я такого вам не говорила. Нет, я не сказал, что вы сказали, я сказал, что... Я ничего не знаю про этот случай. Да? Мгм. А кто может тогда знать? Ну, я не знаю, кто может знать. Просто мне сказали, что вы хорошо знаете ту Яру. И также ее подругу. А кто вам так сказал? Ну, это не важно, кто сказал. А вы сегодня что делаете? Я сегодня? Да. В смысле? Ну, чем вы занимаетесь сегодня вечером? 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 Не, давайте тему девушка не менять. Я же вас спрашиваю про ту Яру, а вы А я вас спрашиваю про другое. про другое. Про что вы спрашиваете? Чем вы будете сегодня вечером заниматься? Я сегодня вечером домой поеду? Вы сейчас что-то предлагаете? Не знаю, может погулять, встретиться. Я девушка, я с первой встречной, между прочим, не встречаюсь. Не смущайте меня. У меня есть девушка, так что... Ну, почему? А просто поговорить, пообщаться. Не, ну тоже так тоже неинтересно с первой встречной пойти и общаться. На этом у меня разговор окончен. Ну ладно. До свидания. До свидания. Здравствуйте. А где Александр Пахомов живет? Не знаю. А это не вы случай? Я? Да. А вы кто? Уполномоченный. Стой! Александр. Стойте, а. Там все равно. Александр, что убегаете? Не знаю. А? А что вы за мной гоняете? Я думал, бандит. Я же представился. Просто хочу вам пару вопросов задать. Давайте, раз догнали. Насчет таксиста. Не знаю. Что не знаете? Если я нашел убивание, значит, я убивал. Нет, а кто сказал, что вы убивали? Ну, зачем вы тогда догнали? Нет, давайте в отделение пройдем. Не пытайтесь убегать, лучше преподаватель. Лучше. Что убегаете? Насколько я могу понять, стать милой женщиной заключает мистер Чаппи. Вы не отведете его вниз? Ну, конечно, мистер Джонс. Вы... Алло. Здорово. А, здорово. Ты где сейчас? А дома пока? А во сколько приедешь? Ну скоро в отдел поеду. Слушай, здесь твой хочет признаться. Насчет кого говоришь? Насчет убийства таксиста. А, ну. Но он И? говорит, что он убил этого таксиста. Ясно. Ну так это же усложняется, блин. Ну я о чем и говорю, ёпки. Ну короче, он хочет признательный Ага. явку по милой. Серьезно, что ли? Ты понимаешь, что дело как каша. Этот, который труп нашел? Да о ком я толкую тебе, Константинов? Ясно.
С явку повинной? Да, явку повинной. Ну а как твои дела идут? Ты быстрее подъезжай, а? Поговорим. Где-то сейчас я работаю над этим. Чего медлишь, Константинов? Давай руби быстрее. Подъезжай все, поговорим. Ну хорошо, а ну ты же в отделе будешь? Да, кстати, меня здесь не будет. Но. Семенов там будет. Ага, ну давай, до связи. Давай. Виновным хотел стать его брат двоюродный. Потому что, типа, они, походу, сговорились или что, блин. Ну, возьми вину на себя. Он же в отдел, помнишь, приводили-то? Тогда получается, что сявку повинна, что ли, хочешь делать? Александр. Это значит, получается, что таксиста ты убил, что ли, тогда? Ты мне лапшу нашу вешаешь, блин? Че, мы в клоунов играем, что ли? Ты же на 15 лет можешь пойти, блин. Или делать тебе нечего больше. А тогда девочку куда дел? В городе в гараже типа закрыл? А? Плен взял? Чечню вспомнил? А? Александр? У меня такое чувство, как будто что-то не договариваете. Просто мы подозреваем, Александр, в том, что вы нашли таксиста, понимаете? Даже если вы не звонили бы по вашим отпечаткам пальцев, которые оставили вы в машине. Понимаете? Даже чувствую, что это не ты человек выбрал. Не ты это сделал. Вот знаешь, что на зоне очень любят преподаватели, потому что тебя надолго туда спрячут. Потому что за двойное убийство прячут надолго. Потому что я сказал двойное убийство того, что пропавшая девочка вряд ли жила. Хотя все может быть, хоть бы она живой осталась. Александр, все-таки там хорошо подумай, зачем брать вину чужого человека на себя? Я же знаю, что это не ты сделал. Все таки в молчонке играть будем, да? Говоришь, ничего не знаю, вообще разговаривать не хочешь. Александр. Здорово. Здорово. Че тут? Ну вот. Молчи пока. Пахомов? Да, тот самый, который нашел таксиста. Че, признаться не хочешь? Или что? Не, подожди. Минутки, подожди. Тут признаться не хочешь, тут надо, знаешь, с ним по душам поговорить, понимаешь? Давай я вас двоих оставлю, сами поговорите. Ну ты пока с ним оставайся, а пойду другие дела посмотрю. Хорошо? Хорошо. Да. Ну чё, Пахомов? Чё молчим? Пахомов? Чё молчим? Чё, признаваться будешь или нет? А, Пахомов? Чё, такое дело сделал? Признаться не хочешь, а, Пахомов? Чё молчишь? Ну-ка!
Че, признаться будешь? Все, не надо, буду. Все, буду. Ты что делаешь? Че? Явку с Полиной будет? Явку с Полиной Ну, будешь? базарит он такой. Да? Ну, Пухомов, так же, да? Нет, так не делают, ты что? После того, как я нашел труп, я в город уехал, убежал. Потом после этого с братом созванивался. А он что-нибудь рассказал? Выпили. Дальше? Тогда он мне все рассказал, Что рассказал? что нечаянно убил таксиста. Брат, ты же меня уважаешь? Уважаешь? Ладно, пойдем, давай. Я тебе должен одну вещь сказать, короче. Давай, Но молодцы. ты об этом никому ничего. Понял? Понял? Давай, скажи. Чё? Таксист, помнишь, таксиста, короче, нечаянно. Я, короче, таксиста замочил. Ты чего говоришь, что тебя? О чем ты? Такие вот дела, брат. Все нахуй. Ну-ка, зайдем. И это еще не все. Что еще? Ну, скажи, давай, скажи. Дочку свою, Давай, блядь. пойдем. Дочку нахуй! А, подожди, давай зайдем. Бля, это... Зайдем, давай. Таксиста Николай видел? Ясно. Дальше? И свою то что ж. Да. Ну тогда он так напился, он этого сам не помню. Что рассказал? Что сказал мне. Ясно. Ладно, Александр. Вас отпустят под утро, сейчас на ночь глядя. Я вас никуда не отпущу, потому что на улице всякое может случиться. А такой свидетель, как ты, будет очень нужно. Ясно? Вот что странно, да, ну не то, что странно. Большая такая разница в семье. Парень, который глава, на 15 лет моложе своей жены. Вот как школу закончил, он ее сразу на ней женился. О чем? Интересно так, да? А, помнишь, у этого, у участкового в той деревне, оказывается, любовница есть. Прикол, да? Но это я потом узнал. А что какая-то странная деревня? Да, дорогая? Да, сейчас освободился, ага. Да, хорошо, сейчас скоро подъеду. Хорошо, ага, все.
соскучилась. Подожди, сначала чай попьем. Хорошо. Что там случилось? Давай Что за обедем опыт не будем. проходил? Ну, Ну, чё? расскажи. Че, пойдем? Расскажи. Не, потом. Че, пойдем? Давай. Ну пошли. Сейчас. Кто опять? Я буду, наверное. Сейчас, посмотрим. Вот так. Алло. Алло. Да. Ты где, здорово? Я в деревне. Ну давай, я тоже в деревне, ты где, сейчас подъеду? Или там подъедешь? Сейчас подъеду. А вы где сейчас? Да возле магазина стоим. Ну хорошо, сейчас скоро подъеду. Давай. Блин, а? Че, дорогая? Уходишь? Да. Работа. Ну давай тогда. До встречи. Стой! Стрелять буду! Стоять! Руки бросай! Руки вверх! Руки вверх, быстрее, лицо на пол! Или психика у него слабая была, или что, как дела обстояли там, не знаю. Но он ударил таксиста и, походу, не рассчитал силу своего удара. И таксист не в том месте и не в тот час, как говорится, нашелся и об косяк железный ударился. И прямо там на месте от кровопотери умер. Ой, блядь! Папа? Ты кто такой? Где моя дочь? Где моя дочь? Нихуя! Папа, не надо! Там Ваня, это самое. А потом, когда я спрашивал подругу ее, она сказала, что увез их, ну это потом она сказала, увез их в лес в состоянии таком психическом, в состоянии аффекта, наверное, можно сказать. И снова же не рассчитав силу своего удара, убил свою дочь. Так это отец убил этого таксиста и свою дочь? Ничего себе. Ты моя единственная дочь, что такое вытворяешь? Иди сюда! Иди сюда! Сюда! Ты моя единственная дочь, что такое вытворяешь? Я Пахомова одна маленькая.
не делать, понял, да? Знаешь, ты кто после этого? Ты меня ударил, понял, папа, да? Ты еще на Ты меня по орешь, дому ты ударил, да? Туяра! 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 Так и не признался, где он закопал. А вину свою признаешь? Не, ну, куда он денется-то? Конечно, признал. Или он просто вспомнить не может, когда он остался? Не, он, короче, когда следствие было, он так и не показал. Не туда показывал, мы там труп ее и не нашли еще. Не то чтобы жалко.